Нас приглашали на посадку. Но наши пилоты ничем себя не выдавали, полетели дальше. Они долетели до столицы Рейхстага, не сделав ни одного выстрела. Вот. Штурм воздушного корабля «Молчан», так вспоминает о полете на Берлин, до цели считанные минуты, под нами лопнул фашизм. Как биение сердца отсчитывают импульс, отделяющийся ФАР-500, то есть вот эта бомба ФАР-500, вот ее схема. Вот. Только через 35 минут после того, как первую бомбу упали на Берлин, в Берлине была объявлена воздушная тревога. Город погрузился в темноту, а тем временем Преображенский уже сказал своему бортпроводнику, радисту: Коротенко, передавай на аэродром, мое место Берлин, задача выполнена, возвращайтесь. Вот, подведем небольшой итог. В ночь на 8 августа 1941 года авиационная группа под командой полковника Преображенского сбросила бомбы на военно-промышленные объекты фашистской столицы. И спустя годы немецкий писатель Грегер напишет: то, что до сих пор не удавалось и до 1945 года уже никому больше не удастся, выполнили пилоты группы Преображенского, которые смогли застать врасплох самую сильную на тот период зенитную, самую сильно оснащенную противовоздушную оборону, которая была на тот период. Вот. Всего полковник Преображенский со своими друзьями, боевыми товарищами штурмовали Берлин в течение 10 раз. И бомбардировки закончились только после того, как по личному приказу Гитлера аэродром в Кабуле был уничтожен происходящими силами армии Севера. Вот. Глава 2. В этой главе небольшое предисловие скажу. Накануне войны штурмовая авиация была самой малочисленной, но уже в первый опыт боевого применения в Великой Отечественной войне штурмовиков Ил-2 они показали свою живучесть и маневренность, и огневую мощь. И ни одна из воюющих стран не имела аналогов этому самолету. То есть, вот опять же, я хочу вам представить, чтобы вы посмотрели тактико-технические характеристики немецкого штурмовика и нашего Ил-2. Да? Вот. В этой главе я хотел рассказать про штурмовую авиацию, в котором и про коренной перелом, к которому обычно принято относить две битвы. Это Сталинградскую и Курскую. Я выбрал битву на Орлово-Курской дуге, потому что я считаю, что она явилась завершением коренного перелома. Вот. Курская битва занимает огромное значение в Великой Отечественной войне, она длилась 50 дней и ночей, и по своему ожесточению не имеет себе равных. Основной задачей наших штурмовиков это было нанести удары по танкам и по резервам Германии и задержать их продвижение.